Булгар халкын адет келинчей сандыны Сандык фестивалында темсил эти Кирсова күйүндөн Елена Динкова кенди чейизini gösterdi, hem de gösterdi o tertipleri аңгылары бүгүнкү күндө бул Нэрлар музейда. Лена, сундук невесты, что он в себя воплощал, что туда клали? Что они клали? Конечно, вещи для невесты, теплые на зиму, и чтобы она смогла выйти с ними, и когда будут вызывать в гостях. И чтобы, конечно, чтобы она, женщина без фартука, они считали, что если ты уже замужняя, все, ты должна уже носить платок и фартук. Это стабильность была. А фартуки у них были тканые, и платки тканые. Этот платок тканый, вон тканый. Видите, все ручная работа. Все тканые, не так просто, но все тканые. Вот эти фарточки все тканые, вот они. Это все фартуки, вот они, разного цвета. Для более молодой, для более вот эти фартуки, вот они. Посмотрите, какие у них вязалки, как они это все плели, это очень супер. А это уже для бабушек, сейчас я вам покажу для бабушек. Это все такая красота, вот она. Это уже мамы наши, бабушки, родители. Они ходили вот в более темных и в таких фартуках. Но тоже тканые. Я вам скажу, что эта женщина по сегодняшний день жива. Ей 90 с чем-то лет. И сундук, в котором здесь находятся вещи, это есть вещи мои, есть ее вещи, есть вещи моих родителей. А, конечно, это ее лично именной фартук, где она передала у меня в музее. Это ее именно. Но такой фартук был у моей бабушки, у моей мамы. Они все это сносили. А эта женщина, видимо, была более богатой. У нее были 3 фартука. 2 рабочих и 1 выходной. Вот этот выходной достался мне в музее. Очень хочу сказать, что очень хорошие. Конечно, рушники. Вот они вязались. Вот такими платками. Это рушники. Вот они все это для мужчин, чтобы они были живые, здоровые. Есть белые, а они красили луком. Но они не пускают ничего, луком красили, и все. Как они умели все это. А вот это у нас одеяло. Вот такие же одеяла. Это синее, это одеяло. А вот эти матразы. Вот это на матрас. Это все тканые. Это все на матразы. А внизу есть там это самое вышивалки все. А это, конечно, мужчина без шляпы. Это не было. Есть все там парали, это все тогда, это было имидж. С параллели мужчина, это значит такой действительно настоящий мужчина. О, посмотрите, красавица идет мужчина. И, конечно, на праздник, а если он мальчиком, еще пацаном был, еще не имел только молодую, он обязательно ставил цветок и выходил на хоро, а хоро ходили на переулках. Вот они надевали, и какая невеста, вроде танцевали, бац, воровали у него цветок, говорит, иди пойми, кто своровал. Может, Катя, может, Лена, может, Даша. Вот так. А это платье лично моей мамы. Вот оно, прессировка. Это мама только одевала в церкви или где-то когда-то ходили. Стирай его как хочешь, как они все это делали. Гравировка, она не разваливается. И я хочу показать вот этот костюм этой женщины. Вот, это хозяйка этого сундука. Вот, кстати, хочу сказать, вот так мы вышивали. Вот это мое начало, если моей сестры начала шить. Вот так мы вытаскивали узор за узором. Это и есть шершаф, а по-нашему мреже. По-нашему мреже. Вот так мы это все делали. Вытаскивали, шли, и потом процесс, вот он. Вот заканчивали, потом уже крючком наши родители делали эти тентели, и потом это мреже, и вот этот самый мреж. Вот делали. А этой работы цены нету. Такого иголкой, но это все тоже вышита ручная работа полностью вся. Здесь не надо было считать. Здесь надо было вытянуть нитки из этой ткани и сделать вот этот узор. Это надо было, это очень трудоемкий, очень труд большой. А здесь вот в этих ложили, вот наши родители так ложили, когда готовились к похоронам. Вот похороны, вот, говорит, бабушка, у меня есть бабушка, говорит, это для бабушки. Вот они складывали в таких ситцевых полотнях, и все это, платок, платье, носки, вот оно все, фартучек и платье. Все это для бабушки.
Все, они готовились, если бабушка что-то случится, или и одаривали ее на свадьбу, но это для бабушки, потому что она взрослая, самая, ей было, может, по 60, по 70, обязательно в темных, это самые наряды. Платки были у них шикарные, поэтому с этими пискульками, но я вам скажу, что были и белые, но почему-то болгары у нас больше носили черные платки. Не знаю, почему, причина, не узнавала это. А это для, вот это то же самое для мужчины. То же самое, рубашка, носки, все для деда. Это для бабы, это для деда. Но именно в таком ставили полотенце, чтобы знали, чтобы они не теряли. А вот этот костюм хозяйки этого сундука, тети Наташи, по сегодняшний день она живая, но посмотрите, пошито когда? Это считайте, если она родилась в 28 году, и свадьба у нее была в 39-м, вот считайте. Сколько вот это все, это ее свадебный подарок. Она так и сказала, это мой свадебный подарок. Она, видимо, этим очень дорожила, поэтому она сохранилась. Но очень хорошая. Кстати, модные сейчас самые модные. Самые модные эта деталь, да. Вот такое, что я могу сказать. А вот то, что родители, когда они переселялись в Балканах, вот они и обязательно носили вот это. Вот она, надпись, вот. 1892 год, Кайнак Петр Иванович. Жена его Наталья, 1891 года. А дочка 28 года, тоже Наталья. И все, вот ее дети рожденные. И когда они, в 49 году их свадьба была, умерли, значит, в 72 году за 2 недели. Вот такая любовь была у них. Шикарная. Какая особенность была вот в сундуке? А в сундуке был маленькое такое просто. Есть было широкое, а это маленькое. В нем они содержали самые свои драгоценности, бусы, все. Вот они бусы, вот они бусы. Вот они, ихние бусы. В то время они так и носили, вот они так и идут, понимаете? Вот как они мне... Я так прямо таких и сохранила. Не это самое. Вот ихние бусы. Вот. Они носили в то время бусы. Были и белые, но они разошлись. Не смогла сохранить, да, вот эти. Это самые дорогие считались тогда бусы. И еще у них было что? Маленькая шкатулка. В этой шкатулке они свое золото ставили. И пуговицы, видимо, какие-то у них платья были, вот такие пуговички. Я не знаю, откуда все это. Вот они сохранили. Я вам так и показываю. И вот это ихняя антишийка. На руках надевалась. Вот она раздевалась. Вот ручная тоже работа. Как бы они ее снимают. Ага, сниму я ее. Вот она вот так снималась, вот, и вдевали на руку. Вот ее, это самое. Она в любой. Это тоже ручная ихняя работа. Они сами, это же из каких-то, это самое, сделаны. И вот самое главное, ихние денежки. Понимаете? Это очень важно. Ихние купюры, это бабушки Натальи, вот смотрите. Ихние, это самые купюры какие были. 50 рублей, 55-го года, это облигации. Как... Вот 25 рублей. Да. Да. И... Конечно, уже 66-й год, наши российские денежки 25 рублей. Вот они. Вот они сохранили, а мне интересно, какие они дорогие денежки были для нас. В общем, вот такая история этого сундука. В этом сундуке недавно я была в Болгарии, самая женщина из Болгарии мне дала, это как решетка считается, но у нас по-болгарски это бреду. Вот, и она дала, говорит, история моего этого бреду, что мы, переселенцы с Балканов, были в Бессарабии, жили, потом наши родители, говорит, обратно меня, говорит, вернули в Болгарию, я сейчас живу, но я очень люблю свою родину. Говорит, она считает свою родину Молдавию. Она говорит, очень-очень хочу попасть в Бессарабки, так что я передаю моей маме вот эта история, где она ткала, и все, говорит, хотя бы, чтобы вот это все у вас сохранилось и осталось. Это столько много историй. Туда-сюда вот они переселялись. Сегодня я представляю себе, показываю ту традицию нашего болгарского народа, потому что я чистая, кровная болгарка. Но у нас в селе 50 на 50 мы жители, все в курсе, что мы гагаузы и болгары. Поэтому здесь сейчас мы уже смешаны, но я представлю то, что я запомнила и оставила от своих родителей. Каждая мама готовила для своей девочки 3 одеяла, ткали, это все ткали, ткань, 3 матраса, все тоже тканое. И здесь я представила часть. Но дома у меня все представлено так, как я свое приданное снаряжала. Оно у меня так в музее показано. Я на сегодняшний день 6 подушек,
и 3 маленьких. Это говорят, что 6 подушек они дарили свекрухе, чтобы смягчить, чтобы у них было отношение хорошее. Одно одеяло, 1 матрас. Это обязательно на свадьбу дарили свекрухам. А 3 маленькие подушки – это как бы знамение того, что у них должны быть, продолжаться рождаться детишки маленькие. Вот это все как бы то, что осталось от родителей. Я вам скажу, что эта традиция очень трудоемкая, но очень поучительная. В ней столько вложено любви, и в каждый свой шаршаф, каждое одеяло, каждый имеет свою историю. Даже ложиться на этом одеяле, представьте, что ты мечтаешь, а мечты, говорят, будешь мечтать о хорошем, все хорошее будет. Лично я в 4 классе была, моя сестра старше была от меня на 4 года. Так вот, она в этот период, мы вечерами не сидели. Мы все время рядом с мамой работали. И ту работу, которую она говорит, если вы сделаете своими руками, это будет ваше приданное. Я же не успею. Рамки должны были иметь все где-то 10-12 рамок. И все это мы просто читали. Вот камфе нам давали и полотно. Вначале был сетец черный, белый, а потом черный. Вот на черном оно как бы выделялось более. Ну, кто как любил. Были разные цвета, но и разные картины. Это такое приятное. Шьешь, и у тебя получается. Вот читаешь крестиком, и тут у тебя вырисовывается цветок. Как будто ты рисуешь его в клеточку, вот так же ты и вышивала. Я лично в 4 классе вышивала. У меня есть шершаф, и все 3 шершафа, которые у меня, я сама для своего приданого готовила, своими собственными руками. Но, конечно, без поучения родителей, бабушек и мам мы бы ничего не знали. Поэтому мы им очень благодарны, что мы сидели вечерами вместе с ними, и они нас обучали этому приятному адскому труду. И очень приятное и запоминательное. И когда сама делаешь, некоторые бросают все это. А я хочу вам сказать, что мне любая работа, даже тот платочек, который мы дарили своим мужьям, для меня очень, очень дорог и очень воспоминания такие, как будто я сегодня, мне опять 19, я опять невеста, и опять я это все снаряжаю. Мне очень-очень приятно сегодня представить часть. Это я так в узком кругу представила часть своего приданого, но приданное, настоящее приданное болгар, оно было очень красиво. И я вам скажу, что весь район даже приезжал, любовался нашим приданным, потому что оно было действительно изящно сшито и изящно снаряженное. Представьте себе, доверху это надо было так довести все на сундуках. Все это ложилось, и на сундуке сначала ложились ковры, потом простые ковры, то, что они нам ткали. Кто ткал цурку ставили, кто ткал шерстяные метровые, они тоже слаживали сначала сверху, потом уже ставили матрас, шершаф, матрас, следующий опять шершаф, потом одеяло, матрас. И вот так они снаряжали его доверху. И самый верх маленькие подушечки. Это такая красота, и это такой труд. И вы знаете, они собирались в среду, женщины, самые такие близкие, они собирались, все это гладили, приготавливали, в четверг они все это снаряжали. Как только заканчивали, брали сито, родные, если есть тетки, невесты старшие, они брали сито и начинали тесто, потому что завтра уже приданное будет снаряженное, а свекруха придет его покупать как бы и посмотреть, готова ли наша невеста и что она мне принесет. Вот она оценивала, когда приходила, обязательно с тестом, обязательно цветок ложила и обязательно денежку клала. А если увидела туфли, когда Ой, а какая свадьба шикарная была. Там 15 подносов было, на каждом подносе было предназначено его подарок. И все ждали, детишки все радовались, кому туфелька, кому косыночка, кому рубашечка или что-то. А жениха рубашка, если бы, честно скажу, я все не могла перенести. У меня как бы маленький вот такой круг, маленькое место, но у меня дома так красиво все расположено, а рубашка, она была самая крученная. Там ее надо было красиво сложить, и приданные для бабушек и дедушек, и свекруки, и свекра тоже должны выделяться. Остальное они уже клали в буще, и каждому
невесте старшей, невесте младшей, старшей сестре были подарки. Маленькие, может, они были, но они были. Это знак внимания, знак любви, знак солидарности. То, что я даю вам дочку, полюбите ее так, я вам этот как маленький подарок делаю. Но примите мою дочь, чтобы она жила с вами счастливо и красиво и здорово. Вот это было очень правильно. Я прожила свою жизнь с свекрухой, и, конечно, они лежат, их нету. Но у меня даже полслова с ней плохого не было. Она меня любила как свою родную дочь. Я благодарна этому своей маме. Очень-очень благодарна. Когда они готовили приданое, свекрухи готовились песни. Завтра, значит, когда придет свекруха, они будут петь. Слынцито трепти, трепти засядам. Елена-та майка на сленці думам. Я пустой сленці, пустой почакай. Вот этот маленький фрагмент, это говорит, эта песня говорит о том, чтобы солнышко остановилось, чтобы оно взглянуло на мою... Когда же моя дочка, говорит, так выросла, что завтра она из нашего дома выйдет. А невесты, конечно, невесты пели, сито брали, подсеивали сито, готовились калач, надо было красивый испечь. И еще надо дать красивое тесто, что наша невеста уже готова к семейной жизни. И вот, когда они выходили на улицу, и прямо перед калиткой вот стояли и просеивали и пели. Трепна лиса, дур три, сита купринини, дур три, сита купринини, колку не семена Бога самолим. Даде Господь на наш Елена много здравия, да сижувее. Вот они как бы сами обращались к Богу. Это песни, их нету. И они это все зачеркнули. И даже те колядки, которые мы пели с родителями, мы вечерами не учились другому. Мы учили праздник. Ага, эта песня поется. Следующий праздник, вот это. Потом Лазарев, все вот это. И мы все это запомнили от моих родителей. Я еще раз сказала, что низко им кланяюсь за их поучение и за то, что они нас научили всей той красоты, всей той доброты, а они-то росли в горе. У них не было богатства, они были просто богаты душой. Царство им небесное, этим нашим родителям. А нам всем, хочу всей нашей Гагаузии обратиться и сказать, что девчонки, мальчишки, этот обряд, который оставили наши родители нам, сохраните, потому что это очень важно. В ней столько, о ней можно годами рассказывать и повторять, и повторять. И каждый раз с любовью, с радостью, нет никаких неприятностей. Вот это самое. Я хочу, чтобы они все это сохранили. Не просто выйдя из дома, поцеловали маму и ждут, чтобы деньги дали, а всю эту красоту показать, чтобы они поняли, что если здесь наряженные, приданные, все ты это готовила, ты будешь самой счастливой и самой лучшей хозяйкой в мире.